Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. ФНЯ и Амцахара выдвинули своих кандидатов. В Сухуми прошли съезды двух политических партий. На все вопросы даны ответы. Члены Общественной палаты выслушали председателя ЦИК. План выполнен на 106%. Министерство по налогам и сборам подвело итоги работы за прошлый год. Партия «Форум народного единства» Абхазии провела съезд, на котором представила своих кандидатов в депутаты парламента республики. На этот раз форум не в полной мере воспользовался своей квотой и выдвинул всего 7 человек. Почему, расскажет Рената Шакая. Форум народного единства выдвинул 7 кандидатов в депутаты. Именно они будут участвовать в предстоящих парламентских выборах от партии. Валерий Кварча по Баславскому избирательному округу номер 23, Аполлон Гургулия по Кутольскому избирательному округу номер 30, Тайфун Ардзамба по Ткварчальскому первому избирательному округу номер 33, Илья Гуня по Дранскому избирательному округу номер 26, Кан Кварча по Ткварчальскому второму избирательному округу номер 34, Ахра Абухба по Маякскому номер 8 и Тимур Гулия Гагарскому городскому избирательному округу номер 12. Мы исходили из тех соображений, что как партия власти мы не должны доминировать на политическом поле. Есть новые партии, есть новые политики, близкие нам по духу, и, соответственно, им необходимо дать дорогу не на словах, а на деле. Поэтому выдвигать своих кандидатов по всем округам считаем излишним и неоправданным. Новые лица в политике есть большой позитив, тем более, что в основном это молодые люди. Список кандидатов был утвержден единогласно. Голосование проходило открыто. Затем был заслушан доклад об общественно-политической ситуации в стране. Говорилось и о задачах ФНЯ в связи с выборами в парламент. Участниками съезда была отмечена положительная динамика в социально-экономическом развитии страны. За прошедший период доля собственных доходов в госбюджете увеличилась на 66% или более чем на 2 миллиарда рублей. Поэтапно реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сделаны первые реальные шаги по кредитованию малого бизнеса. Реализуется программа кредитования среднего и крупного предпринимательства на сумму 1,2 миллиарда рублей, по которой уже финансируются проекты на сумму более 800 миллионов рублей. Весь процесс отбора проектов, как положено, как и должно быть, абсолютно прозрачен. Реализуется инвестиционная программа социально-экономического развития. Это ремонт дорог, энергосистем, жилые дома, производится замены лифтов, ремонт водопроводов. В отличие от прошлых годов, когда строительные подряды распределялись по таким понятным лишь узкому кругу лиц, сейчас каждый гражданин Республики Абхазия при желании может спокойно ознакомиться, кто и почему и как получил какие подряды. Вместе с тем, как было отмечено на съезде, в стране сохраняется острота и сложность криминогенной обстановки. По словам заместителя председателя ФНЯ Аслана Барцыц, вызывает тревогу попытка отдельных сил вернуть в политическую жизнь страны экс-президента Александра Анкваб. В данном контексте нельзя не упомянуть документ, подписанный между властью и оппозицией, который послужил серьезным шагом к примирению и соглашению сторон. Без преувеличения можно сказать, что страна вздохнула с облегчением. Тут на самом деле со всех сторон была проявлена добрая воля. Хотя справедливости ради нужно отметить, что нашлись и те, кто не принял данное соглашение. И добавить к этому еще хотел бы то, что остановиться на той кампании, которую развернули некоторые оппозиционные силы по возвращению экс-президента Анкваб в политику. Кстати, эту кампанию разворачивают те, кто не принял этот компромисс. И поэтому хочется обратиться к вам,
и сказать, вот давайте еще раз вспомним, что послужило толчком к майским событиям. Вот Анкваб, будучи главой государства, приступил опасную черту. В обход действующего законодательства способствовал организации массовой паспортизации восточных регионов республики, являющимися по факту обладателями грузинского гражданства. Соответственно, по части территории республики нависла реальная угроза утраты суверенитета. Несмотря на определенную сложность предвыборной ситуации, партия «Форум народного единства» выразила надежду, что выборы в парламент пройдут в рамках действующего законодательства. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. Выдвинула своих кандидатов в депутаты и Амцахара. На состоявшемся сегодня съезде оппозиционной партии названы имена 8 выдвиженцев. Однако от инициативных групп кандидаты и члены партии и оппозиции представлены в 30 избирательных округах. Репортаж Симы Аргун. Заседание политической партии Амцахара было посвящено предстоящим выборам в Народное собрание. В нем приняли участие 220 делегатов, представители оппозиции, Общественной палаты и Центральной избирательной комиссии. Окончательно утверждены списки кандидатов в парламент от этой партии. Таким образом, 8 членов партии стали кандидатами в законодательный орган страны. В 3-м избирательном округе города Сухум представлен Мизан Зухба. В поселке Маяк, округ номер 8, Гудиса Агарба. В 4-м округе Беслан Шинкуба. В Гудауте, в селе Дурипш, в 15-м избирательном округе Батал Тарба. В село Лухны, округ номер 16, Теймураз Возба. Сухумский район, округ 23, Беслан Куправа. В Ткварчале, в 33-м округе Даур Ферзба. В Гале, 35-м округе Вячеслав Вардания. Выступая на съезде, председатель партии Алхас Квициня напомнил о декабрьских политических событиях. Он объяснил мотивацию решения оппозиции подписать соглашение с руководством страны и отметил, что это не является отказом от оппозиционной деятельности и не обязывает не критиковать власть. Квициня сказал, что партия несет ответственность за представленных кандидатов. Лидер Амцахара уверен, что в парламенте будут представлены все политические силы страны. Надеемся, что законодательная ветвь власти будет представлена разными политическими силами и независимыми депутатами, которые воспользуются всеми предоставленными полномочиями для решения многочисленных проблем. В свою очередь хочу подчеркнуть, что партия Амцахара несет всю полноту ответственности за тех кандидатов, которых наш съезд сегодня утвердит. И сами кандидаты должны осознавать, что их работа отразится на репутации партии. Нам необходимо сосредоточиться на важных и ключевых моментах, которые дадут импульс динамичному развитию страны. Выступивший затем сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжаня говорил об обязанностях депутата Народного собрания. Лидер фонда АПРА считает, что в законодательном органе страны должны быть профессионалы с опытом работы, которые должны заниматься законотворчеством и контролировать работу власти. Многие говорили о том, что мы пришли на митинг не для того, чтобы кого-то трудоустроить. Но никто из нас не собирался заниматься трудоустройством. Мы имели в виду завтрашний день. Мы знали о том, что наступят выборы в парламент, и нам необходимо было создать условия для того, чтобы выборы в парламент состоялись более или менее в законном виде. На съезде было отмечено, что борьба за депутатское кресло будет жесткой. Алхас Квициня обратился к кандидатам с просьбой не давать пустых обещаний. Выступающие говорили о том, что в парламент должны прийти люди, любящие свою страну и готовые отстаивать ее государственность. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Тем временем в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано уже 134 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты и те же 4 политические партии – Айнар, Амцахара, Народный фронт за справедливость и развитие и Форум народного единства. Мертвые души в списках избирателей, 15 миллионов на предстоящие выборы и маркеры, которые должны пресечь любую попытку двойного голосования. Члены Общественной палаты вместе с главой Центральной избирательной комиссии Тамазом Гоги обсудили предстоящие выборы в парламент. Подробности Юнис Фаршба. В Общественную палату главу Центра избиркома пригласили в связи с предстоящими парламентскими выборами. Вопросов много, и ответы на них члены палаты пожелали услышать из уст председателя ЦИК Тамаза Гоги. Главный интерес – списки избирателей. К ним претензии пока еще остаются. Нужно иметь единый электронный каталог, или, базу данных всех жителей. И в том числе к вам это тоже имеет отношение по числу избирателей. Потому что, насколько я знаю, недавно проверяли
списке избирателей на одном из Сухумских округов, обнаружили там около 30 умерших, выбывших и так далее. Томас Гогия пояснил, списки избирателей обновляются по сей день. ЦИК тщательно над этим работает. Тем не менее, ошибки не исключены. Вы прекрасно знаете нормы законодательства. Списки избирателей формируют участки на местах. Никак не Центральная избирательная комиссия. И что касается всех этих поправок, вы знаете, законодательством предусмотрено внесение дополнительных списков вплоть до дня голосования. То есть люди могут умереть, получить паспорт, получить по возрасту паспорт, перепрописаться и так далее, и так далее. То есть процесс миграции населения, он не прекращается, процесс рождения и так далее не прекращается, поэтому такая норма предусмотрена законом. И несоответствие по старым спискам вполне реально. Что касается документов, к примеру, представленных различных справок, Центр избирком потребовал от соответствующих структур дать полную информацию по ним, вплоть до наличия судимости у кандидата. Члены комиссии не могут быть профессионалами во всех вопросах, да. Должен был быть конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. То есть состоит, болен или нет на сегодняшний день. Что касается по линии МВД, то есть это лиц, не имеющих непогашенную судимость. По этим делам то же самое. Проводились необходимые консультации непосредственно с Министерством внутренних дел, с их штабом, с Верховным судом, по которым мы получаем соответствующие документы, в которых в обязательном порядке мы настояли на то, чтобы судимость даже ранее, если была когда-то зафиксирована, в любом случае для информации мы должны ее получать, даже если она погашена. Участковые и окружные комиссии изменению подверглись процентов на 30. Полное обновление составов, по словам Гогия, невозможно, и причин тут множество. Главное из них – человеческий фактор. Люди не горят желанием заниматься этой работой. Членов Общественной палаты интересовал вопрос декларации о доходах, которые необходимо представить в ЦИК каждому кандидату. Исходя из того, что мы друг друга знаем, хорошо знаем, и декларация доходов, когда представляется Центральную избирательную комиссию, члены избирательной комиссии могут усомниться в том или ином. Да, это право члена избирательной комиссии, которое, выносится на рассмотрение и, даются соответствующие запросы тем инстанциям, которые располагают достоверными сведениями. На предстоящих выборах штампы в паспорт ставить не будут, а вот отметок маркером не избежать. Это, как известно, мера необходимая, так как она поможет избежать фальсификаций в части повторного голосования одного и того же человека. Общий бюджет выборов составляет 15 миллионов рублей. Эта цифра, по словам главы Центра избиркома, самая минимальная, ведь в нее не включено полное техническое обновление. Это обусловлено тем, что мы предполагаем второй тур, хотя эта цифра самая минимальная, насколько это было возможно сделать. Другое дело, что расценки на вспомогательный материал растут, и мы себе позволили всего лишь 40% заказать от общего числа необходимых урн. Голосовать жители республики смогут и по просроченным общегражданским паспортам. Срок их действия продлен, чтобы гражданин мог воспользоваться своим правом волеизъявления. А вот что касается проведения агитации до регистрации кандидатов в ЦИКе, то, по словам Гогия, это не нарушение закона. Что касается агитации как таковой, законодательством предусмотрена агитация как за, так и против. Понимаете? Что касается агитации, которую предполагают, что уже началась, то это не является агитацией до тех пор, пока мы не зарегистрировали ни одного кандидата. Как может человек предъявить претензию, если мы не знаем, он кандидат в депутаты или нет? Что происходит на сегодняшний день? Это популяризация, это может быть, я не знаю, как угодно назвать, но никак не называется это в настоящее время агитацией. Каждый кандидат вправе создавать свой предвыборный фонд. Его размер, правда, ограничен – всего 600 тысяч рублей. Государство поддерживать финансово кандидатов не будет. Форма бюллетеня не изменилась. Граждане могут увидеть образец на избирательном участке. Процедура голосования осталась прежней. И, как гласит закон, гражданин может отдать свой голос понравившемуся кандидату, не забыв при этом вычеркнуть всех остальных. Нисфарш Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение. Итоги прошедшего года подвели сегодня в Министерстве по налогам и сборам. На расширенном заседании коллегии были обсуждены также и задачи, которые необходимо будет решить в нынешнем году.
По словам министра по налогам и сборам республики Даура Курмазия, по всем показателям наблюдается положительная динамика роста. Так, по результатам работы за 2016 год общий объем налогов и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет, администрируемых налоговыми органами, составил 2 миллиарда 733 миллиона 893 тысячи рублей. При плане 2 миллиарда 581 миллион 349 тысяч рублей. В суммарном выражении в бюджет поступило на 358 миллионов 251 тысячу рублей больше, чем в 2015 году. Курмазия подчеркнул, что для достижения таких хороших результатов проводилась регулярная кропотливая работа. И чтобы сохранить сложившуюся тенденцию, необходимо приложить усилия. Если мы хотим сохранить поступательную динамику на предстоящий год и на будущий период, то надо максимально ответственно подходить к вопросам каждодневной рутинной работы. Практика показывает, что потерянные объекты налогообложения в начале и в середине года очень трудно восстановить в конце года. Мы помним, как стоял вопрос о выполнении плановых показателей в конце 2016 года. На коллегии Министерства по налогам и сборам было отмечено, что практически все районы республики, за некоторым исключением, перевыполнили годовые планы. Лидируют Сухумский и Гулерипский районы. Не выполнены плановые задания лишь по Ткорчалскому району – 61%. В целом по республике плановые показатели выполнены по налогам на прибыль, подоходному налогу, спецналогу, налогу на имущество и акцизу. Не выполнены плановые показатели по курортному сбору, земельному налогу и НДС. Министр финансов Дмитрий Сериков, принявший участие в заседании, отметил, что для достижения максимального результата очень важна материально-техническая составляющая соответствующих структур. Что касается материально-технического обеспечения, мы что вот смогли с министром по налогам в конце прошлого года сделали, да, какие резервы были в прошлом году. В этом году со стороны Министерства финансов и министра по налогам тоже будет всякая помощь в плане материально-технического обеспечения. На мой взгляд, это тоже крайне важная вещь, потому что сотрудники, которые не обеспечены элементарными вещами, которые позволяют выполнять свои функции, требовать от них какого-то результата не совсем корректно. Если у сотрудников нет ни компьютеров, нет тех же самых канцтоваров, нет возможности организовать свой труд, требовать от вас хороших результатов тоже тяжело. Мы со своей стороны всячески посодействуем в этом вопросе. И уже в этом году, я думаю, тоже увидите результаты и улучшения в данном направлении. По итогам коллегии было принято постановление о мерах по выполнению плановых показателей поступления налоговых платежей в бюджет за первый квартал 2017 года. Подчеркивалась необходимость изучить резервы поступления налоговых платежей в бюджет на основании тщательного анализа налоговой базы, продолжить работу по подготовке материалов для ликвидации нефункционирующих предприятий, организаций и фирм в порядке, установленном действующим законодательством. В Министерстве здравоохранения состоялась рабочая встреча министра Анзора Гова с руководителем проекта по созданию многофункционального высокотехнологичного медицинского комплекса в Сухуме Евгением Олейниковым. Обсуждались технические и юридические вопросы, а также основные этапы реализации проекта. Мы обратились к одной из ведущих компаний Российской Федерации о создании здесь многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра. Приезжал президент этой компании. Вот сейчас приехал руководитель проекта, который сейчас как раз мы обсуждаем саму дорожную карту, так скажем, как это все будет происходить, и где, и на какой базе, и обсуждаются самые основные вопросы, которые должны лечь в основу создания такого центра. То есть мы максимально пытаемся приблизить оказание медицинской помощи по лесам для граждан Российской Федерации, но не только для вообще для граждан Абхазии. В этой связи Евгений Анатольевич приехал для того, чтобы все вопросы обсудить с нами, то есть все вопросы технические, юридические, посмотреть место и основные этапы, которые должны происходить, то есть пошаговые, сейчас как раз обсуждаются, и завтра он вылетит к себе и доложит президенту компании о договоренности, то, что то есть компания уже решила для себя, что они будут стоить, это уже озвучено было Юлием Басыровичем Магдеевым. Стратегическое решение создать на территории республики центр высокотехнологичный медицинский, в котором бы могли оказываться услуги всему населению Абхазии, и население могло бы не выезжать за пределы республики. Мы видим эту задачу, что здесь будет самое современное оборудование, самые лучшие специалисты, и полностью мы обеспечим население республики современной высокотехнологичной помощью. На первом этапе будет создан центр, в котором будут 4 отделения. Отделение кардиохирургии,
отделение гемодиализа, лабораторное отделение очень мощное и отделение репродуктивных технологий. Планируем, что мы уже через год-полтора сможем запуститься, если не возникнет никаких особых препятствий. Депутаты собрания города Сухум единогласно проголосовали за создание МУП «Горсвет» администрации города Сухум. В прошлом году Горсвет и СОЭС были объединены, чтобы оптимизировать издержки и сэкономить бюджетные средства. Но практика показала, что эта реорганизация не удалась. Получилось так, что из-за проблем в электросетевом хозяйстве зачастую средства, запланированные на обустройство уличного освещения, перенаправлялись на первоочередные дела СОЭС, в том числе и на ремонт линий электропередач и трансформаторных подстанций. Вот почему депутаты приняли решение воссоздать Горсвет. Кроме того, на заседании Сухумского городского собрания была утверждена кандидатура Рустама Мархоля на должность начальника управления внутренних дел по городу Сухум. В Сухумской 4-й средней школе имени Дмитрия Гулия прошел экзамен по родному языку для всех выпускников школ Абхазии, желающих поступить в российские вузы по лимитам. Учащихся разделили на два сектора – абхазский и русский. Абхазский сектор писал диктант по новелле Михаила Лакарба. У русского сектора было попроще, они письменно отвечали на вопросы тестов. В отличие от прошлого года, когда абитуриентам было предложено собеседование на абхазском языке, на этот раз специалисты посчитали, что учащиеся смогут лучше проявить себя при тестировании. На сегодняшний день заявки подали более 200 человек на 150 лимитов. Как вам известно, российское правительство выделило более 150 квот для Республики Абхазия. И согласно постановлению парламента Республики Абхазия от 2014 года, каждый выпускник обязан при поступлении либо в среднее специальное учебное заведение или высшее учебное заведение сдать государственный экзамен по абхазскому языку. И мы, согласно этого постановления, организовали сегодня экзамены. Тут сдают и выпускники не абхазских школ, их чуть больше, чем выпускники абхазских школ. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с капитальными ремонтными работами, производимыми фирмой «Сенс» по улице 4 марта, 8 февраля с 12 ночи до 6 вечера будет прекращена подача питьевой воды в центральной части Сухума, на Старом поселке, в Нагорной части города, в районах Маяка и Виема. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 градусов, температура морской воды 8 градусов.